Порядка 8 тысяч выпускников республики получили выплаты в размере 5 тысяч рублей. Напомним, ранее в ходе своего обращения к якутянам Айсен Николаев сообщил, что одна из главных задач на сегодняшний день является успешная сдача выпускниками единого государственного экзамена. О том, на что потратят выпускники полученные деньги, в материале Саргаланы Неустроевой. Этот учебный год выдался особенно тяжелым для выпускников. В конце зимы многое из учебной программы было упущено из-за вспышки кори. Позднее свои коррективы в учебный план внесла коронавирусная инфекция. О том, как в нынешнем году будет проходить сдача ЕГЭ, рассказал министр образования республики. Необходимо в первую очередь соблюдать социальную дистанцию, необходимо организовать термометрию участников до начала проведения и после проведения экзамена, каждого экзамена. Необходимо выполнить мероприятие по дезинфекции помещения. Необходимо также в каждом пункте проведения экзамена обеспечить наличие антисептиков, обеззараживателей воздуха. Окончание школы – важный этап на пути взросления. Без поддержки не только близких, но и государства в этом году выпускникам пришлось бы нелегко. Полученные выплаты некоторые дети планируют потратить не только на учебу, но и на личные нужды. Наши выпускницы получили денежное пособие, чему были очень рады. Одна Людмилка хочет потратить на обувь крутую, а Ольга, она хочет купить себе одежду. Когда мы узнали о финансовой поддержке, мне кажется, каждый выпускник был очень удивлен, причем удивлен приятно. Ведь очень здорово осознавать, что наше правительство так заботится о выпускниках школ, особенно в это тяжелое время. Свою выплату я уже потратила и приобрела принадлежности для черчения, поскольку я очень хочу стать архитектором. Хочу поблагодарить за социальную выплату главы Республики Саха-Якутия. Я потрачу эту сумму, когда поеду поступать в ВУЗ. Помимо выплат, каждый выпускник получил СМС-поздравления от главы республики Айсена Николаева. Такой жест общественность восприняла на ура. Всегда приятно услышать слова поддержки в непростое время. Такие слова в такой сложный для нас момент очень нам нужны. Большое за это спасибо нашему Ильдархану Айсену Николаеву. Первые экзамены начнутся уже 3 июля. Для тех же, кто не сможет сдать ЕГЭ в основные даты, предусмотрены и резервные дни – 24 и 25 июля. Сейчас остается только пожелать выпускникам удачи. Ведь самое главное – дать достойный старт на пути перед новым будущим. Саргалана Неустроева, Якутск.